11 июля 2025 года, выступая на пресс-конференции в Куала-Лумпуре после встречи с госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН, Сергей Лавров сделал очередную попытку переписать историю и очернить Германию. Но его слова — это не просто ложь, а циничная манипуляция, направленная на дискредитацию канцлера Германии Фридриха Мерца и отвлечение внимания от преступлений России. Лавров, ваша ложь — это лицо русизма. Сергей Лавров, ваши слова в Куала-Лумпуре — это циничная ложь и кощунство. Вы приписали канцлеру Германии Фридриху Мерцу слова, вновь утверждая, что он хочет вновь сделать Германию ведущей военной державой. Это наглая фальсификация. Мерц сказал в Бундестаге 13 мая 2025 года: мы сделаем Бундесвер самой сильной, регулярной армией в Европе. Это соответствует статусу крупнейшей и сильнейшей экономики Европы. Дословная цитата. И 24 июня 2025 года в посте ХДС на платформе X он заявил: мы сделаем Бундесвер самой сильной конвенционной армией Европы, как того справедливо ожидают наши партнеры, учитывая наш размер, нашу экономическую мощь и географическое положение. Никакого вновь, никакого реваншизма. Вы выдумали это слово, чтобы связать Германию с нацизмом. Как чеченец, живущий в Германии, я не могу молчать, когда вы, пособник режима, уничтожившего мой народ, используете трагедию Холокоста для грязных политических игр. Вы также исказили слова Мерца об Израиле. Это грязная работа, которую Израиль делает для нас всех. ЦДФ, 17 июня 2025 года. Это точная цитата. Он говорил о действиях Израиля против иранской ядерной программы, которая поддерживает Хамас, Хизбаллу и поставляет дроны вашей фашистской России. Это геополитическая позиция, а не призыв к геноциду. Но вы сравнили это с нацистскими концлагерями, где коллаборационисты убивали евреев. Это не просто ложь. Это оскорбление памяти жертв Холокоста и интеллектуальное мародерство. Германия, в отличие от России, признала свои нацистские преступления. Она построила мемориалы, ввела законы против отрицания геноцида, учит мир покаянию. А где ваши извинения за Ичкерию, товарищ Лавров? Где суды над палачами чеченского народа? Вы не обвинитель, вы живое лицо безнаказанного палача, наглого палача. Русизм, ваша идеология. Джохар Дудаев, первый президент Ичкерии, в 1995 году предупреждал мир о вашей идеологии. Русизм – это особая форма человека-ненавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности, отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма особой жестокостью как к человеку, так и к природе. Принцип действия – уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства, обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Лучше Дудаева, конечно, не скажешь. Очень точно и верно. Эти слова – точное описание того, что Россия делала с Чеченией. 1994 года ваши войска убили с 1994 по сей день вы нас убиваете, убило более 250 тысяч чеченцев, граждан Чеченской Республики Ичкерия, включая 42 тысячи детей. Данные Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Human Rights в 2000-м задокументировала массовые убийства в Самашках, в Алхан-Юрте, где расстреливали женщин и детей. Amnesty International сообщала о пытках током, вырезании органов в фильтрационных лагерях. Вы всю нашу республику превратили в один сплошной концлагерь, товарищ Лавров. Грозный и другие города и села были стерты с лица земли. Это ваши концлагеря, Лавров, где русизм стал реальностью.
По сравнению с вашими зачистками, нацистские лагеря могли бы показаться пионерскими лагерями. И вы с этой кровью на руках смеете обвинять Германию. Мерц говорил о сильной армии для защиты Европы, в том числе от фашистующей, агрессивной, бешеной России. А вы лжете, чтобы скрыть свои преступления. Русизм, о котором говорил Дудаев, мы видим в Украине. Буча, Мариуполь, Изюм – это ваши новые самашки, товарищ Лавров. Германия учит мир брать ответственность за прошлое, а Россия продолжает лгать, отрицая геноцид чеченцев и войну против украинцев. Вы обвиняете Израиль и Германию, чтобы отвлечь от своих злодеяний и из-за своего бесстыдства. Но преступления не исчезают, если переключаете прожектор. За Грозный, за Алхан-Юрт, за Бучу, за Алды вам придется ответить. Я чеченец, переживший геноцид, живущий в данный момент в Германии, говорю вам: Лавров, вы голос русизма, идеологию хуже фашизма. Мы видели, как горели наши города и другие населенные пункты, как пытали наших братьев и сестер, как вырезали органы российские каратели на продажу. Вы не имеете права упоминать нацизм, пока Россия не ответит за Чечению. Закройте свой лживый рот, товарищ Лавров, пока не встанете на колени перед жертвом Чечении. Германия покаялась, а вы прячете свои преступления за пропагандой. Пока жив хотя бы один чеченец, мы не дадим забыть. Мы не простим. Мы заставим вас ответить, грязные ублюдки. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, 11 июля 2025 года.